Поэтонимы в творчестве Улуро-Адо, образы тундры, озера и реки, топоним гидроним Улуро и патомоним Лабамедену. Лирика основоположника юкагирской поэзии Гаврила Николаевича Курилова Улуро-Адо отличается многогранной гражданской поэзией, представленной наряду с пейзажной, философской и любовной лирикой. В гражданской проблематике Улуро-Адо определяется концепт народ и идейный мотив судьбы родного народа, ярко и самобытно отражающийся в образах тундры, озера и реки, а также их собственных именах, топонимах и гидронимах. Имена собственные поэтонимы, функционирующие в художественном тексте, анализируются поэтической ономастикой и актуальны в изучении авторской картины мира, идеи стиля писателя. Поэтонимы помогают раскрыть авторский замысел и восприятие действительности. В поэтической топонимии гидронимы, как самый древний пласт топонимики, указывают на национальное своеобразие, обычаи и традиции, связь с жизнью народа. В произведениях гидронимы акцентируют осмысление художественной идеи, раскрывают духовно-философские воззрения. Так, актуальность нашего исследования заключается в том, что образы тундры, озера и реки и их поэтонимы в лирике Улуро-Адо ранее не исследовались. Целью работы является определение значения образов тундры, озера и реки и поэтонимов Улуро и Лабамедену в единой проблематике воплощения творческой мысли автора и отражения индивидуально-авторской картины мира. Для достижения цели поставлены такие задачи, как выделить и рассмотреть стихотворения, в которых раскрываются образы тундры, озера и реки, определить художественные особенности образов, охарактеризовать значение топонима гидронима Улуро и патомонима Лабамедену в поэтических текстах. В методологии исследования применялись описательные, семантические и биографические методы. Литературный псевдоним Улуро-Адо состоит из топонима Улуро, Алюра и слова Адо – сын. Юкагиры Уадола, живущие в озерной тундре, называют ее бабушкой Улуро, Улуро Абуче. В поэтонимии творчества основоположника юкагирской поэзии гидроним Улуро впервые определяется в стихотворении «Юкалел Улуро», раскрывающем думы поэта о родине и гражданском сыновьем долге. Юкалел Улуро, грива пенная, ты как вечность старо, как вселенная. И за что это ты, мое озеро, мне к ногам, как цветы, пену бросила? Для чего своего внука так уважила? Я не сделал ничего для народа нашего. Юкалел Улуро, юная красавица, улыбаешься хитро, пеною бросаешься, набегаешь на плес, гладишь камень, словно ты не из слез, скопленных веками, словно это не ты хоронила вековые мечты Юкагира. Поэт обращается к озеру как к средоточию древности, тем самым показывая мифологический образ озера. По мысли поэта, вечные озера оберегают юкагиров. Понимание образа озера как символа вечной жизни, передающего философию бессмертия, дает автору веру и надежду на возрождение родного этноса. А теперь хорони горе наше, чтобы лайки в ночах не выли, чтобы чайки в сетях гнезд не вили, чтоб очаг наш травой не зарос высокой. Смейся, озеро, пой, шелести осокой, ты волною скипай озорною, мой народ воспевай звонкою волною. Раскрытие образа вечности показано в стихотворении «Озеро». Замерзающее, словно умирающее озеро вспоминает картины теплой юности, но в то же время вполне довольно отведенным временем, потому что знает, что возродится весной, поэтому спокойно и смиренно воспринимает свой уход.
Поэт провожает в зимний сон бабушку духа озера. Они знают, что встретится весной, когда дух озера проснется юной девушкой. Образ вечного озера в творчестве Улуру-Адо передает символику бессмертия светлой души, отражающей религиозное представление юкагиров Оннуни, верование в бессмертие светлой души человека, при жизни проявлявшего добродетельность. Такие люди, почитаемые и уважаемые племенем, после смерти обретали возможность вернуться к сородичам, то есть совершали реинкарнацию. В образе озера также раскрывается линия прощания, разлуки. В стихотворении «Ауя нюмдей чайлаган» «Весь день вчера стонало озеро» автор описывает замерзание осеннего озера перед долгой зимой. Весь день вчера стонало озеро, плевалось пеною весь день, а к вечеру метаться бросило, легло, как раненый олень. Ушел я тихо, не оглядываясь, пускай поспит, посмотрит сны. Ушел, не зная, не догадываясь, что расстаемся до весны. А нынче утром, льдом затертое, под оболочкою литой, оно уже лежало мертвое, придавленное, как плитой. Лежало холодом объятое, сверкающее, как чешуя. Спи, моя осень 25-я, замерзнувшая песень моя. Поэт прощается с озером, словно своей песней, своим 25-м годом жизни. В этом стихотворении просматривается биографическая линия, ведь Улуру-Адо возвращается на родину после долгой 15-летней разлуки. Поэт желает продлить моменты пребывания у родного озера, вдыхая свежесть озерной воды и слушая плеск волн. Находясь у озера, он думает о трудном положении своего народа, утрачивающего родной язык. Можно сказать, в этом стихотворении автор прощается со своим прошлым в детстве, когда он жил в среде сородичей, со своим бытом и укладом, общением на родном языке. Развитие поэтических мыслей в образе озера просматривается линиями смирения и надежды в стихотворении «Небольшое озеро и туман над ним». Небольшое озеро и туман над ним, будто бы старушка курит перед сном, вдыхает легкий синеватый дым, не спеша проститься уходящим днем. Курит, не тревожась, что на берегу в тихом ожидании осень замерла. Знает, что старушкой в скорости уснет, а проснется юной девушкой весной. Поэт обращается к читателю с вопросом: возможно ли быть уверенным в будущем народа, если думать, что народ возродится, полагаясь только на смиренное ожидание и надежду? Тревогу о народе, оказавшемся на грани исчезновения, поэт желает успокоить чувственно-мысленными линиями смирения и надежды, которыми он полагается на возможную счастливую предопределенность будущего родного народа. В поэзии Улуру-Адо образы тундры и озера взаимосвязаны, так же как топоним и гидроним Улуро. В данный образный комплекс входит образ реки, в котором показывается символика прощания, разлуки. Это стихотворение про юкагирскую реку «Милая Лабун-Медену», о любви к родине и тоске по утраченным родным местам. Произведение «Образ реки» предстает бабушкой, постаревшей и обмелевшей. Милая Лабун-Медену, являющаяся трагическим монологом поэта, раскрывает чувство тревоги, что река-бабушка может не возродиться девушкой, как озеро. Здесь мы видим противопоставление образов озера и реки. Лабун-Медену де, лер мархонь уадул ке, медиололлу кулней, Вейлоди хурулней, энгенен мархоньле, лугумуй абуче, Лабун-Медену де, лер мархонь сугуде, чак чайнен имидей, яхтеги ятидей, энгенен мархоньле, люкумуй абуче.
Милая Лабун-Мадину, без тебя для Юкагира нет как нет земли и неба, нет всего большого мира. Только вдруг, с чего, не знаю, постарела ты, родная. Милая Лабун-Мадину, без тебя для Юкагира песня плавная не льется, в сердце холодно и сиро. «Милая Лабун-Мадину» было опубликовано в сборнике Лабун-Мадину Өндерил. Гидроним Лабун-Мадину означает «Куропаточья река», Өндерил — «благословение». Отметим, на карте Лабун-Мадину обозначена как Большая Чукотча, получившая такое название ошибочно русскими первопроходцами. Само название книги раскрывает идею о благословенности озер и рек тундры Улуро для юкагиров. Стихотворение Лабун-Мадину-Де было написано по одноименному фольклорному песенному мотиву, соединившим в себе особенности личной песни юкагиров Яхтел и тоскливой любовной песни Илуги. В дальнейшем произведение получило развитие в современной песенной культуре как народная песня. «Милая Лабун-Мадину» отличается лиричностью, основанной на особенностях фольклорного пения. Народность этой песни передала и историческую основу произведения, ведь Лабун-Мадину стала последней рекой, на берегах которой юкагиры жили отдельным этносом в первом и единственном юкагирском поселке Тустах-Сень. После ликвидации поселка во время укрупнения хозяйств в 1950-е годы юкагиров с берегов Лабун-Мадину перевезли к реке Чамадыну, с юкагирского Большая река на карте Алазея, в поселок Андрюшкино. Вынужденное покидание родных мест и жизнь в многонациональном поселке Андрюшкино стали негативно отражаться на языковом состоянии, ассимилированием и утратой родного языка. Поэтому можно сказать, в поэзии Улуро-Адо образ Лабун-Мадину олицетворяет утрату родной земли, любовь и тоску по родине. Итак, топоним-гидроним Улуро представляет мифологический образ тундры, связанный с образом озера. Образы тундры, озера и реки символизируют оплот жизни юкагиров-уадулов. В образе озера и гидрониме Улуро раскрылся художественный замысел в осмыслении духовно-философских представлений юкагиров, а именно верование о Нунни, бессмертие светлых душой людей. Отображение мировоззрения древних юкагиров получило выражение в образе вечных озер, в котором поэт стремился показать идею возрождающегося юкагирского этноса. Соответственно, образы тундры и озер и топоним гидроним Улуро определяются художественным концептом народ, показывающим мифологическое и религиозно-философское мировидение юкагиров. В образе реки и по топониме Лабун-Мадину отражается индивидуально авторская картина мира, обусловленная историческими событиями в жизни народа. Спасибо за внимание.